Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу номер 88 напал ее бывший выпускник, вооруженный 2 пистолетами. Мужчина убил охранника и стал стрелять по всем, кого видел. Его жертвами стали 17 человек, среди них дети и учителя школы. Нападавший покончил с собой в одном из классных помещений. Тут ФСБ работает. Запрещенное в России так называемое движение «Колумбайн» в Ижевске вызвало новую волну озабоченности безопасностью школьников. Как показал случай в школе 88, наличие охраны не панацея. Нужны дополнительные меры. Наша съемочная группа решила выяснить, как обстоят дела в самых крупных школах столицы республики. В ряде из них нам отказали, ссылаясь на занятость ответственных лиц или внеплановые проверки. А в некоторых и вовсе признались, что из системы безопасности только щеколда на дверях. Однако нашлись и тех, кому нечего скрывать. Например, школа номер 5. 1500 учеников и меры безопасности здесь, соответственно, беспрецедентные. Система безопасности устроена на людях, которые работают. Это и ЧОПы, которые у нас стабильно работают уже продолжительное время, и дежурные администраторы, учителя, которые работают в школе. Все детей и работников знают уже в лицо. И если попадет в школу или родитель, посторонний человек, он уже определяется. Работает система видеонаблюдения, также дежурный администратор сразу решает, кому, для чего пришел гость. Еще одна крупная столичная школа, номер 26. Здание по всему периметру ограничено забором от въезда нежелательного автотранспорта. На входе журнал посетителей и бдительная охрана. Но это еще не все меры. Видеть то, что происходит внутри здания, охране и руководству школы помогают 25 камер видеонаблюдения, расположенных на всех этажах школы. Но для большей безопасности глаза необходимы и снаружи. И они есть. По всему периметру здания установлены еще 7 камер постоянного видеонаблюдения. Однако специалисты школы обеспокоены еще одной проблемой. В нескольких сотнях метров от здания находится так называемая наливайка – пункт продажи алкогольных напитков. С нетрезвыми посетителями алкоточки сталкиваются и дети, выходящие из школы после уроков. Вчера я разговаривала с детьми, с младшими классами, девочки мне тоже жаловались, что когда они идут в школу, это скопище граждан начинает клянчить деньги, то есть мало того, что они занимаются распитием. И минимизировать риски – это наша обязанность, и прежде всего контролирующие органы, прежде всего государственные структуры должны обратить на это внимание. Безусловно, случившееся в Ижевске повлечет за собой ряд проверок систем безопасности. При этом, как отметили в Миноборнауки Якутии, ответственность за детскую безопасность в школе лежит на учредителе. Это полномочия муниципальных образований, учредителя. Учредителя муниципальных образований – это главы районов. Мы направляем письма, проводим совещания, ставим требования и так далее, чтобы они какой-то срок они исполняли, приобрели и так далее. И время от времени проверяем, работу проводим. Они обязательно должны быть установлены кнопкой тревожной сигнализации. Ижевская трагедия не первая, но очень хочется, чтобы она была последней. И стала уроком всем, кто отвечает за безопасность детей. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск.